Число заразившихся коронавирусом растет. Один из специалистов Всемирной организации здравоохранения заявил, что при неблагоприятном сценарии заразиться могут 2/3 населения земного шара. Громкие отставки в правительстве Кыргызстана. В отставку ушел вице-премьер и другие высокопоставленные чиновники. Глава Кабмина пока остался в своем кресле. Положение крайне нестабильное. Весна – самое нелюбимое время для кыргызстанского правительства. Именно в этот период его чаще всего отправляют в отставку. В Кыргызстане появилась первая женская команда по хоккею. Этот вид спорта не особо популярен даже среди мужского населения, однако девушкам стереотипы не помеха. Говорили, что у девушек не хватит сил для игры, что их разобьют. Но девушки ничем не слабее мальчиков. Мы никогда не сдаемся. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения Земли. Об этом заявил один из экспертов Всемирной организации здравоохранения Акрам Абдукахор с последней хроника китайского вируса. Пока ученые многих стран разрабатывают вакцину от коронавируса, китайские медики начали применять очередной метод его терапии. В уханьской больнице Цининьтань врачи переливают инфицированным плазмы крови от идущих на поправку больных. Главврач больницы рассказал, что этот способ лечения сейчас является наиболее эффективным. В крови выздоравливающих от коронавируса содержится большое количество антител, которые помогают в борьбе с заболеванием. Медик заявил, что с помощью новой терапии удалось спасти уже более 10 больных, которые находились в критическом состоянии. Между тем, китайские власти сегодня сообщили официальную статистику зараженных медработников. По подсчетам Госкомитета по здравоохранению Китая, с начала эпидемии коронавирусом заразились 1716 медиков, 6 из которых умерли. Подавляющее большинство заразившихся приходится на работавших в больницах Ухани врачей. Необходимо правильно составить графики работы и отдыха. Нам нужно улучшить персональную защиту медработников, организовав медицинские проверки для них самих. Это сведет к минимуму риск заражения во время работы. Чтобы снизить уровень стресса, им также нужна психологическая помощь. Необходимо также максимально обезопасить оборудование и места работы медиков, которые непосредственно связаны с лечением вируса. Следует обновить кабинет врачей, комнаты ожидания и приемные. Также необходимо уделить внимание транспортировке медработников, чтобы у них было достаточно времени на сон и хорошую еду. В свою очередь, китайские власти сегодня скорректировали вчерашнюю статистику о 242 погибших. В Госкомитете здравоохранения заявили, что реальное число умерших было 121, и якобы специалисты по ошибке дважды посчитали жертв в провинции Хубэй. На этот час официальное количество жертв коронавируса составляет 1384 человек, почти 64,5 тысяч инфицированы, а чуть больше 7 тысяч выздоровели. В китайских городах тем временем люди постепенно наполняют улицы. Владельцы многих ресторанов, которые заранее готовились к китайскому Новому году и закупили в большом объеме продукты, начали их распродажу. Предприниматели тем самым хотят снизить катастрофические убытки от вспышки коронавируса и поддержать своих сограждан, которые вынуждены сидеть дома. У нас очень много всего в наличии. Раньше эпидемиологическая ситуация была по-настоящему серьезной, но сейчас она стала полегче. На улицах появляется все больше людей и машин. До этого было абсолютно пусто. А сейчас людям нужны продукты, чтобы как-то жить. И мы стараемся им в этом помочь. Мы не можем быть как те, кто борется с болезнью на передовой, но стараемся внести свой посильный вклад. Сегодня с борта круизного лайнера Diamond Princess, который с 5 февраля находится на карантине в порту Йокогамы, начали выпускать пожилых пассажиров, у которых отрицательный тест на вирус. Японские власти подготовили для них специальные помещения, где они продолжат жить на время карантина. Тысячи узбекистанских студентов могут остаться без учебы. Я напомню, правительство Узбекистана предложило своим гражданам без экзаменов перевестись из заграничных высших учебных заведений в отечественные. Это делается якобы для того, чтобы студенты не тратили время и деньги на постоянные поездки, учились на родном языке и жили в своих семьях. Заманчивое предложение властей спровоцировало ажиотаж. Желающих оказалось довольно много. Рабочие группы, которые принимают документы узбекистанских студентов, не могут ответить, когда они смогут начать учебу у себя на родине. Чиновники и руководители вузов, которых они
которыми учились, заявляют, что перевод из вуза в вуз посреди учебного года невозможен, а выдача транскрипта студентам не означает их исключение из вуза. Изначально на перевод отводилась 1 неделя, но позднее сроки продлили до 15 марта из-за большого числа желающих. Сотрудники правоохранительных органов при задержании Нилуфар Раджабовой, дочери политзаключенного, не оскорбляли ее и не угрожали ей. Об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Таджикистана. Он отметил, что суд уже вынес решение и в этом деле поставлена точка. Я напомню, 14 декабря прошлого года Раджабову задержали сотрудники милиции. По ее словам, они это сделали за ношение хиджаба. Анушер Ванарипов продолжит. Нилуфар Раджабова до конца верила, что справедливость восторжествует и милиционеров, которые ее унижали и оскорбляли, накажут. Однако попытка женщины защитить себя от произвола милиции привела к тому, что саму Раджабову обвинили в мелком хулиганстве и оштрафовали на $57, говорит она. Это на $1 больше пособия, которое Раджабова получает в месяц на 2 детей с инвалидностью. Если в деле поставлена точка, 2 суда она проиграла, то почему до сих пор сотрудники милиции не вернули ей мобильный телефон, который конфисковали при задержании, спрашивает женщина. Если все решения суда вынесены, то до сих пор почему мне мой телефон не вернули? Вот ровно 2 месяца прошло, до сих пор его мне не вернули. И ни разу не позвонили. Нилуфар Раджабова действительно была задержана и 10 часов провела в отделении милиции. Этого в МВД не отрицают, хотя такое длительное задержание без предъявления обвинений уже является нарушением ее прав. Но министр внутренних дел отметил, что никаких противоправных действий сотрудники ОВД в отношении женщины не совершали. И затем подчеркнул, кто ее брат и отец. Суд вынес решение за оскорбление. Точка была поставлена судом. Никаких нарушений со стороны работников выявлено не было. Ее отец осужден на 28 лет за терроризм. Брат за эти преступления находится в розыске. Она оштрафована за неуважение. А в комитете по делам женщин, сотрудница которого присутствовала при задержании Раджабовой, частично признали свою вину и сделали выговор своему работнику за некорректное поведение. Действия сотрудницы нашей структуры были некорректными. Как рассказала Нилуфар, ее схватили за руку и повели в отдел. Работа не должна проводиться подобным образом. Нельзя унижать честь и достоинство человека. Надеемся, что впредь таких случаев не будет. Международные правозащитные организации неоднократно заявляли, что в Таджикистане преследуют семьи оппозиционеров, проживающих за границей. Задача – вынудить критиков власти замолчать или вернуться на родину. Увольнения, допросы, слежка, открытые и анонимные угрозы. Власти Таджикистана используют обширный набор репрессивных мер, утверждают правозащитники. Заявление главы МВД Рамазана Рахимзода, что сотрудники милиции закон не нарушили, это дискредитация таджикской милиции самим министром перед таджикским обществом и международным сообществом. Он признал тем самым, что такие, как Истамзуда, это суть и гордость и лицо таджикской милиции. Пока что продолжать тяжбу с правоохранителями Раджабова не планирует, но уверена, что рано или поздно справедливость восторжествует. Анушер Ванарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. США и Талибан очень близки к достижению мирного соглашения. Об этом заявил президент Дональд Трамп. Он отметил, что представители экстремистской группировки тоже очень хотели бы заключить сделку. Точные сроки президент Соединенных Штатов не назвал, но добавил, что ситуация должна проясниться до конца месяца. Я думаю, есть хороший шанс, что мы договоримся о сделке. Это не значит, что сделка будет, но мы узнаем наверняка в течение следующих 2 недель. О том, что США в последние дни добились прорыва на мирных переговорах с Талибаном, в четверг заявил и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Дональд Трамп одобрил продолжение переговоров, окончательная цель которых добиться мирного завершения конфликта в Афганистане, который продолжается уже несколько десятилетий. Президент Афганистана Ашраф Гани написал в Твиттере, что Помпео в телефонном разговоре с ним сообщил о прорыве на переговорах с талибами. Представитель Талибана подтвердил, что начиная с пятницы группировка начнет уменьшать число боевых операций, но о полном прекращении огня, по его словам, речь не идет. Кабинет министров Кыргызстана вновь трясет. За последнюю неделю произошел целый ряд отставок и перестановок. Свой пост покинул скандально известный вице-премьер. Попросили уйти главу Госстрой и Госрегистрационной службы. На замену ставят темных лошадок. Депутаты не первый раз предлагают оставить свой пост и самому премьер-министру. Дарья Тимофеева продолжит.
Уход вице-премьера по силовому блоку для многих стал, возможно, приятной, но все же неожиданностью. Джениша Разакова сначала обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами Таджикистана. Жители южных регионов постоянно ругали его за слабую работу по решению вопросов границ. Недавно на него хотели подать в суд за нелестные комментарии в адрес населения. Но все это его не выбило из кресла. А вот в минувший вторник он сам написал заявление. В отставку, как позже сообщил уже экс-вице-премьер, он ушел по семейным обстоятельствам. Накопились дела, да и в нормальном отпуске, говорит, не был уже 30 лет. Заявил в СМИ, что в политику не намерен возвращаться даже после парламентских выборов. Нужно решить вопросы, возникшие в семье, поэтому я написал заявление. По вопросам границ мы провели разъяснительные работы, давали отчеты и в парламенте. Это сложный вопрос. Я считаю, что на решение приграничных проблем понадобится много лет. Я не могу сказать, было ли возможно довести начатые дела до конца или нет, но в связи с возникшими обстоятельствами я ушел с должности. Замену Разакову нашли и утвердили быстро, за день. Решать приграничные проблемы доверили бывшему губернатору Баткенской области. Многим он запомнился встречей с педагогами в региональном вузе. Акрам Мадумаров тогда отругал преподавателей за то, что, дескать, ходят без галстуков. Ряд депутатов припомнили ему эту странную претензию, указали и на другие недочеты. Но большинство кандидатуру утвердило. Будучи полпредом, он на 4 метра не решил вопросы границ в Баткене. Премьер-министр дал вице-премьеру только вопросы границ Баткенской области. Но у нас есть проблемы и с Узбекистаном, и с Казахстаном. Я не понимаю, зачем губернатору Баткена дают статус вице-премьера? Как ветеринар будет отвечать за границы? Ответственность за этот кадр лежит на премьер-министре. Лихорадить Кабмин начало еще с прошлой недели, когда другой вице-премьер Замирбек Аскаров почему-то вдруг стал министром чрезвычайных ситуаций. На смене двух замов главы правительства все не закончилось. Буквально день, как уволили председателя регистрационной службы. Кресла лишился и глава госучреждения, работающего с водительским составом. А под занавес недели попросили уйти и руководителя госстроя. Последними двумя был недоволен президент, о чем говорил ранее. В этих случаях молниеносных назначений не последовало, 3 места остаются вакантными. Ряд СМИ утверждает, что нынешние кадровые перестановки – это только начало. Информацию подтверждают и отдельные депутаты. Журналисты пишут со ссылкой на собственные источники, что на следующей неделе в Кыргызстане сменится еще один вице-премьер. И изменения дойдут даже до аппарата президента. К слову, весна – самое нелюбимое время для кыргызстанского правительства. Именно в этот период его чаще всего отправляют в отставку. Редко какой премьер удерживается больше, чем на год. Нынешний трудится уже почти 2. В Петропавловске пенсионерам-инвалидам не хватает жилья. Они вынуждены жить в домах, которые могут вот-вот обрушиться. Долгие годы в очереди на жилье для стариков уже стали обыденностью. Кроме ожидания, другого выбора нет, говорят о нем, рассказывает Айгерим Толюхан. 62-летняя Валентина Смоглюкова уже 7 лет живет в доме с протекающей крышей и гнилым полом. Пенсионерка – инвалид 3-й степени. На свою пенсию она может позволить себе некоторые лекарства и еду. Пенсионерка мечтает о доме, пригодном для жилья. Но в очереди на жилье она стоит под номером 4303 и сомневается, что когда-нибудь у нее появится квартира. Когда я еще на ногах была, я вот это все, весь дом снизу все обмазывала. Глину привозила, кизяк мне привозили. Я все сама обмазывала, люди, это Маринка помогала. Мы это все обмазывали. Вот. Но сейчас таких сил нет у меня, чтобы привезти и это самое. Вот эти подпоры Леша поставил, отсюда все падает. Ведь я вот это застелила, потому что там у меня постель, это самое, вот это все падает на постель, на пол падает. И это самое, вот там сильно низко, там даже уже от стены отойдет. Валентина Смоглюкова – одна из многих пожилых людей, которые вынуждены ютиться в полуразрушенных домах. После перенесенного инсульта 69-летняя Рахима Казбекова получила 2-ю группу инвалидности. Пенсионерка живет в частном доме. Из-за влажного воздуха в комнатах ей тяжело дышать. Но у нее нет возможности арендовать дом получше. Под террасой вода. Летом она сама выкачивается насосом 3-4 раза. А еще когда идет дождь. Вода выходит без остановки. Летом вот так, а зимой все замерзает. В этом доме сырость. Мне не нравится дом с сыростью. Я уже 10 лет стою в очереди на жилье. Вот пришли люди из Акимата, посмотрели, проверили, говорят, ждите. Не знаю, смогу ли я ждать еще 4-5 лет.
Раиса Дерябина стоит в очереди на жилье уже 12 лет. Женщина с рождения слепая на один глаз. Она снимает комнату в общежитии за 30 тысяч тенге. Остатки пенсии она тратит на продукты и лечение. Здесь, видите, крыша бежит. Вот это возле дверей, как летом, так все лето, как дождик, я с тазиками всю ночь сижу, нальется вылью. Ребята слазят мне, соседи заделывают немножко, а что толку, ну опять там все полопалось. А в коридоре вообще дождина, когда дождь, это тут вообще лед, как на улице. В акимате Петропавловска говорят, что у пожилых людей нет другого выбора, кроме как ждать. По словам представителя городского акимата Асимы Айтуловой, тем, кто стоит в очереди на жилье, льготы не предоставляются. Дерябина, Смоглюкова, Казбекова. Дерябина, Смоглюкова, Казбекова стоят в очереди на жилье в группе социально уязвимых. Они на учете у городского акимата. Квартиру им предоставляют только тогда, когда подойдет их очередь. В городском акимате по закону им не предоставляется временное жилье. Квартиры выдаются только в порядке очереди. Сейчас в акимате Петропавловска в очереди на жилье стоят 14 200 человек. Из них 5700 из так называемой категории уязвимых. По Казахстану в очереди на жилье стоят 512 тысяч человек. Из них 40% относятся к социально незащищенной категории. Смотрите далее в нашей программе. В Кыргызстане появилась первая женская команда по хоккею. Этот вид спорта не особо популярен даже среди мужского населения, однако девушкам стереотипы не помеха. Говорили, что у девушек не хватит сил для игры, что их разобьют, но девушки ничем не слабее мальчиков. Мы никогда не сдаемся. Автовладельцы из разных городов Казахстана собрались у здания полиции Нур-Султана. У них была запланирована встреча с рабочей группой по вопросам растаможивания автомашин, ввезенных из Армении, Кыргызстана и России. Чиновники наотрез отказались впускать в здание журналистов, тогда как автомобилисты требовали обязательного присутствия СМИ. Шолпан Оразбекова расскажет, что из этого вышло. Весь Казахстан, Атырау, Западный Казахстан, Восточный Казахстан, Атырау, Алматы, Шымкент, Уральск. Это не акция протеста, а запланированная встреча чиновников с автовладельцами, чьи машины были привезены из Армении, Кыргызстана и России. Последние пригласили журналистов. Правда, представители СМИ оказались нежеланными гостями. У нас же есть же закон, а на основании закона о СМИ и тому подобное. Они же имеют право зайти. Нет, это наше рабочее совещание. Почему не имеют права заходить? Нет, мы их не приглашали. В итоге встреча прошла за закрытыми дверями. Площадку для беседы предоставила столичная полиция. Еще до начала этой встречи водители рассказали о своих недовольствах и требованиях журналистам. Все эти люди, каждый в своем городе, представляют инициативные группы. Их ответа дома ждут тысячи автовладельцев. В каждом городе есть тысячи владельцев машин, привезенных из Армении, Кыргызстана и России. Мы приехали каждый из своих городов, а за нами еще 170 тысяч владельцев таких машин. Прежде чем объявить нас вне закона, почему чиновники не произвели доскональные расчеты? А ведь в 2009 году нам говорили, что никаких преград не будет, поэтому мы и везли. Как оказалось на деле, у некоторых привезенная из другой страны машина после регистрации в Казахстане может обойтись втридорого, причем в прямом смысле. В законе указано. Авто должно быть поставлено на учет в уполномоченном органе. Какой страны не указано. Мы брали в таможенном союзе. Первичная регистрация в стране, где покупали. Потом утилизационные сборы. За свою машину я должен заплатить 3 миллиона 48 тысяч тенге. Она мне при покупке вместе с дорогой обошлась за столько же. А есть еще другие платежи. Всего получается 9 миллионов. На компромисс собравшиеся не настроены. Говорят, после нескольких уже прошедших акций протеста ничего так и не решилось. Водителям дали лишь отсрочку на год. Полную легализацию. Пусть все наши машины ставят на учет бесплатно. Если сегодня не придем к единому мнению, пусть тогда к нам выходят люди, которые что-то решают. А тех, кто не может решить, у нас и в своих областях хватает. После ряда акций протестов по Казахстану с участием владельцев автомашин, везенных из Армении, Кыргызстана и России, было решено зарегистрировать иномарки в базе данных и выдать им госномера желтого цвета. А вот через год потребуется пройти полную растаможку. Шолпан Оразбекова, Ганизат Оспанов и Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. В Туркменистане построят гигантский монумент в честь 30-летней независимости. Его высота составит 300 метров. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства по итогам 2019 года, сообщает государственное информагентство.
Аркадак отметил, что стела станет напоминанием будущему поколению об обретении независимости. Я процитирую: «Целесообразно соорудить на самой возвышенной площадке стелу высотой 300 метров». Конец цитаты. Вице-премьеру Шамухамету Дурдылыеву поручено в ближайшее время подготовить проект сооружения и объявить тендер на его строительство. Монумент должен быть воздвигнут к празднованию 30-й годовщины независимости. Эту дату страна будет отмечать в 2021 году. А в Кыргызстане появилась первая женская команда по хоккею. Этот вид спорта не особо популярен даже среди мужского населения Кыргызстана. Что уж говорить о девушках. Но их это не пугает. Правда, играть им приходится против мужчин. Другой женской команды просто нет. Рассказывает Тимур Тимаев. Они выходят из мазанки на мороз, чтобы дать бой. Эти девушки не боятся сломать стереотипы и взять в руки клюшки. Перед вами первая в Кыргызстане женская хоккейная команда. Они выступают уже более 2 лет в деревне Отрадная на севере страны. Капитан команды 16-летняя Нураим Кенджибаева. Говорили, что у девушек не хватит сил для игры, что их разобьют. Но девушки ничем не слабее мальчиков. Мы никогда не сдаемся. Они бесстрашны и не избегают силовой игры, чем быстро заработали уважение соперников. Иногда их поддерживают даже болельщики противоположной команды. В отсутствии второй женской хоккейной команды девушки проводят матчи только с мужскими клубами. Девушки играют очень хорошо, нам нравится. Мы сначала не думали, что они смогут играть в хоккей, но потом увидели, что у них все получается. За последние 20 лет хоккей пустил глубокие корни в этой центральноазиатской стране с населением 6 миллионов человек. Здесь существует профессиональная лига, а кроме того, более 1000 игроков-любителей. Однако все это было только для мужчин, пока Саламат Абдрахманов не основал женскую команду, в которой начали играть его дочь и ее подруги. Раньше это был мой гараж, я хранил здесь машину, но потом девушки получили хоккейное снаряжение и форму, и им понадобилась раздевалка. Спортивное снаряжение прислали из Швейцарии. Это был подарок от кыргызской диаспоры. Вратарь Зарина Карабаева особенно рада щиткам. Это больно, когда в тебя попадает шайба. Но теперь, когда у меня есть полный комплект формы, мне ничего не страшно. Поначалу деревенские родственники не слишком понимали, зачем девушкам хоккей. Но теперь Мейликан Дайырбекова приходит на все игры и болеет за внучку. Моя внучка Сезим играет в команде с самого начала, уже 2 года. Я прихожу, чтобы ее поддержать. После игры Нураим Кенджибаева спешит домой. Пусть даже она бросает вызов традициям на льду, но за его пределами от домашних дел никуда не деться. Я девушка, поэтому должна помогать по дому. Работы много, надо подоить коров, у нас их 4. За всем скотом ухаживаю я. Но когда с домашними хлопотами покончено, Нураим возвращается на лед. Фонари висят прямо на деревьях, но это не мешает девушкам тренироваться до позднего вечера. Я смотрю по телевизору зарубежный женский хоккей. Хочу подняться на такой же уровень. Там хорошие игроки, которые многого достигли. Я хочу, чтобы люди знали, что девушки в Кыргызстане тоже умеют играть в хоккей. У меня есть мечта. Хочу стать женским хоккейным тренером в Кыргызстане. Возможно, вскоре Нураим придется делиться своими знаниями о хоккее и страстью к игре. В соседних деревнях растет интерес к этому виду спорта, и, возможно, вскоре в Кыргызстане появится вторая женская хоккейная команда. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Всего доброго, до свидания. Телеканал «Настоящее время» круглые сутки прямо со спутника. В стандартном и высоком разрешении. Будьте в курсе важнейших событий, новости, аналитика, мнения экспертов, заявления политиков, культурная жизнь, портреты интересных людей и многое другое в эфире «Настоящего времени». Настраивайтесь на канал «Настоящее время» на вашей тарелке.